Добрый день. Меня зовут Степанова Нария, я ученица 8 класса школы АИКАГАТА. Тема моей работы – видеогид и краткий путеводитель для виртуальной экскурсии по Черкесскому историко-этнографическому музею на английском и русском языках. Актуальность нашей работы связана с виртуальными экскурсиями в глобальной сети интернет. Сведения о нашей республике, культуре, традициях и обычаях даны в интернете и литературе в разброс или объемно. Необходимо создать туристический имидж Якутии. В связи с этим наша цель – создать видеогид для виртуальной экскурсии и краткий путеводитель на английском и русских языках. В качестве примера мы взяли Черкесский историко-этнографический музей, некоторые традиции и обычаи народа Саха. При этом мы посетили виртуальный музей Лувра, естественной истории в Нью-Йорке, русско-этнографический музей в Санкт-Петербурге, в Якутии краеведческий музей в Улусах, музей истории и культуры имени Ярославского в Якутске. В этих музеях нет аудиозаписи или экскурсовода. В ходе составления текстов были рассмотрены работы Сырошевского, Ксенофонтова, Уткина, Николаева Самолото, Зыкова, Яковлева и других. Экскурсия предусматривает краткость, достоверность и выявление тем, представляющих интерес для туристов из России и за рубежа. Были созданы 2 видеоэкскурсии и краткий путеводитель для туристов. Видео включает 12 разделов и 114 слайдов по Черкесскому музею. Первая видеоэкскурсия ведется на русском, а вторая видеоэкскурсия на английском языках. Наш путеводитель по сравнению с большими и тяжелыми альбомами о Якутии компактный и в небольшом размере. В заключение нужно отметить, что видеогид и путеводитель позволяют ознакомить виртуально с интересными фактами, традициями, обычаями народа Саха на русском и английском языках, формировать туристический имидж нашей республики в глобальном пространстве, укрепить патриотическое чувство к родине. Разрешите представить отрывки из видеоэкскурсии и путеводителя. Меня зовут Нария, и я буду вашим экскурсоводом. Вы находитесь в первом музее в Черкехе под открытым небом. Здесь около 20 построек старинного деревянного зодчества, привезенных из разных мест. Here you can see the old birch bark base area and goblet chorons, hollowed out of birch tree, which were used for keeping milk-made food and drinking national drink kumis. Спасибо за внимание.